Друзья, добро пожаловать в солнечный Кыргызстан и в нашу третью серию наших кыргызских приключений здесь. Надеюсь, как раз приключения скоро начнутся, пока мы готовим машину. Мирлан улетел в Якутск по делам, оставил мне брата своего, Телека. Вот Телек помогает мне. Салам, достор. Біз азыр машинаға баратабыз. Алдыда қызықты жаңалықтар болып кеткілі. В общем, сейчас едем за машиной, забираем ее из рестайлинг центра. Біз да машинаны күтіп отырмыз, қандай даярдалғанын аз барғанда чоқ көреміз. Да. В общем, забираем, смотрим, что там получилось. А Мирлан уже со своей стороны передаст вам привет из Якутска. Салам алейкум, Мирлан брат. Я вот, когда ваш друг приехал, вы собирались на покупку машины, и он снимает двор и говорит, мой первый завтрак в Бишкеке. Я думаю, это же наш двор. Классный канал, последние 2 выпуска ваши посмотрел. Удачи, огромный привет вам. Здравствуйте, пока там ребята занимаются делами, я тоже тут не прохлаждаюсь в Якутске. Сына паспорт готов, сегодня получил и уже на днях вылетаю в Кыргызстан, чтобы завершить проект. Для завершения проекта у нас совсем чуть-чуть осталось. Ждем все туристическое оборудование, чтобы нагрузить машину, чтобы полностью готова была. И на следующей неделе уже начинаем готовить вторую машину. Так что самое интересное все впереди, ребята. Подписываемся, ставим лайки, колокольчики и ждем новые серии. Обязательно поделимся видео хорошими друзьями, чтобы все смотрели и наблюдали. Буквально вчера в Якутске стояла 35-градусная жара, всю ночь дождь был, и сейчас тоже дождь моросит. Немножко город подостыл, люди выдохнули. Вот такой вот суровый климат в Якутии. Зимой минус 40, летом плюс 40. На Forerunner 285 установили силовой бампер, врезка в родной бампер, установили шноркель, маркизу 2 метра с вылетом на 3 метра и установили моли-панели для топливных либо водяных канистр. Вот он, красавчик! Шноркель готов, бампер усиленный, маркиза, моль-панели. Красота! Ну как тебе, Телек, Классно. на такой машинке? Да, уже другая машина. Сейчас покатаешься. После Forerunner я эту свою машину не буду. Да. Погодка хорошая сегодня. Сейчас приехали к мебельщику. Будем примерять уже. Он сделал там бокс. Сейчас его сюда представляем. Еще часть размеров снимем. К нам кадык присоединился. Муж сестренки Мирлана родной. Сейчас это все собрано в сухую, Ага. еще не на чистовую. Сети не сталкивали, но я думаю, пойдет все хорошо. До этого мы никак не делали. Вот это то, что сейчас показано, это все снято с ютуба. Размеры как бы. Проект не наш, проект чей-то, но мы сейчас бы как бы его копируем. Сейчас, если мы одну сделаем, и после этого как бы будет уже легче. По накатанному как бы пойдем уже дальше. Мы еще не придумали, но придумаем. Механизм вот так станет и как бы полноценный лежак.
Ну что, друзья, сегодня у нас 17 июля, и наконец Мирлан возвращается с Якутска, и мы вот с Кадыком едем его встречать в аэропорт. Да. Скоро он увидит свою красотку. Или красавца. Я еще не знаю, какой пол у нашей машины. Мирлан еще не видел доработанную машину. Вот сейчас он как раз будут его первые впечатления с маркизой, шноркель, бампер передний, моль-панели. Вот. Я думаю, он тоже ждет с нетерпением этого момента. Снова утро, аэропорт города Якутск. Теперь я вылетаю с усилением. Это Макс, главный редактор, шеф-редактор будешь, да? Или кем будешь работать? Оператором. Оператором. Вторым оператором будет работать, будет помогать нам в нашем нелегком деле. Так вот еще кто-то есть из операторов. Вылетаем мы в Новосибирск. Дальше Бишкек. У нас посадка идет. Все по времени. Это что такое? Кто это? Братан! Подъезжаем. Бишкек Мирлана встречает сильной жарой. Уже за 40 перевалило. Вообще пекло. Блин, пролетели. Бишкек нас встречает 42-градусной жарой. Просто пекло. Ужас. Что за жара? Ё-моё. Макс, как тебе? 42 градуса. Реально. Ребята мне приехали встречать на красном Форранере, который уже вышел с гаража 4х4 KG. Я его еще не видел, фотки только видел. Сейчас будем смотреть, какой он на самом деле. В пекло выходим, да? Сейчас. Жара. Ой, как на улице стоят люди, а? Напек Бишкек, Бишкек напек, а? Здорово, парни! Так, здорово. С приездом, Бишкек. Ребята, это что за жара такая вообще? Пекло. Бишкек, 42 градуса, как пилот сказал, ну это вообще что? Блин. Мы Так вылетали в Якутске сегодня минус 16 градусов было, ночью дожди были. Ема, это что за жара? Когда говоришь по-якутски, привычка минуса, да, всегда вставлять в температуре. Ну, Че, как ты в Бишкеке? да хорошо, что Смотрю, я уже окыргызился уже, член да? твоей семьи, так что По-кыргызски смирись с начал этим, да. Страшно жарко, да, Макс? Душно, Ну всё. горячо. Горю. Соскучился по Бишкеку? Очень. По родным? Бабушку увидишь скоро. Сейчас увидишь красавца своего, прокачанного. Я вообще, на самом деле, в ожидании такого. Вот дорогого стоит, ребята, вот как раз таки смысл нашего вот этого дела нового, которое мы сейчас запускаем. Ты прилетаешь вот так с уже лишними вещами. В аэропорту встречаем мы тебя. Первый приветственный набор. Бейсболки, бутылки. И садишься прямо в красивую такую подготовленную тачку. И уже через 3 часа ты на локации, любой. Куда ты выбрал. Потому что от Бишкека, ну, примерно плюс-минус 3 часа любая локация. В этой машине у тебя будет все. Столы, стулья, маркиза, что приготовить, плитки там. Полностью готовый снаряженный автомобиль-экспедиционник, в котором ты можешь прожить автономно до 5 дней, смотря как ты затаришься продуктами и топливом. Вот они, мои красавцы. Вот они, красавцы. Это что за пушка? Что за свет, да? Пошли открою. Еще и горячая. Горячая штучка. Ребят, вот теперь я сейчас в роли туриста. Я прилетел со своим рюкзаком. Машина встречает. Ну там еще палатка будет. Завтра навешаем. И автобокс. Плюс полевой душ. И внутрь накидаем. Ну, сейчас представим, что машина готовая. Я приехал. Снимаю рюкзак в машину. Подпись ставлю на договор. Оставляю вот такому нарядному человеку, который встречает вас в рубашке. Оставляю договор. И все, сажусь в машину, уезжаю. Вот к этому мы идем, ребят. Садись, пожалуйста.
Что такое, а? Что за жара? Ну что, ставим телефон, навигатор куда надо. А куда нам надо? Нам надо домой. Все надо визуализировать, и визуализация помогает нам в нашем нелегком деле. Вчера в Якутске, утро в Новосибирске, сейчас в Бишкеке. Вот она жизнь путешественника. А завтра вообще туда в горам едем. Это наш национальный напиток Аралаш. Это смесь Максима и Чалап. Самый освежающий и жаждоутоляющий напиток в такую погоду. Надо сделать коллаборацию с нашей фирмой Шуро. Идея, чтобы когда мы машину отдавали туристам в аэропорту, уже должно быть вся продукция Шуро, потому что туристы, иностранцы особенно, все не знают, что такие напитки существуют, и они по привычке в магазинах будут употреблять только привычные им напитки. Если на старте мы познакомим нашими национальными вкусными напитками, то они все время путешествия по Кыргызстану будут наслаждаться такими хорошими вкусными напитками. Тем самым мы поддерживаем отечественного производителя, популяризируем национальные напитки, и туристам тоже будет хорошо, потому что новые чего-то попробовали с национальным колоритным нотками. Не встречай старым уже, а? Китайский муравей. Ну, такой. Раньше же муравьи были же у нас мотоциклы, это электрические. Собирает тут человек пластик и зарабатывает, наверное, нормальные деньги, хорошие, да, на этом? Короче, в Бишкеке есть очень много пластика, бутылок, и на всех дворах есть такие пластикосборщики. Ну, туда бросаешь пластиковые бутылки. И вот такие люди, они собирают и отвозят где-то переработки, короче, их экструдируют и обратно в гранулы превращают. У нас сегодня задача, сейчас в первую очередь мы едем наклейку заказывать, обычные винилы для брендирования машины. Беркі машина, шунда молдо кішіне жетіп қойғат, молдай болып шықты. Ол жерге чара ұстады, ылды түсіріп тұрып, ручкаға жеткізбей мондағы қоп қойса. Где-то 6 сантиметров подка. Что, все нормально? Договорились? Так, все нормально, у нас одно дело закончилось, мы размеры, конфигурацию дали человеку, он будет изготавливать, обещал сегодня вечером сделать. Это у нас рынок Мадина называется, это очень большой рынок, здесь продаются материалы со всего света, любые материалы, которые в мире существуют, они здесь есть. Мы здесь пришли искать автомобильный карпет, нам надо обшить органайзер. Беру. Все, затарились, погнали, теперь дальше дела делать. Нету мест. Друзья, мы приехали на самый большой крупный рынок во всей Центральной Азии. Рынок называется Дордой. Хотим посмотреть, что для кемпинга, что на рынке есть. Чтобы создать атмосферу уюта на локации, там скатерти, там какие-то там прикольные штучки, подсветочники, может какие-то красивые бокальчики. Все это здесь есть, будем здесь искать, чтобы
порадовать вас еще больше маленькими такими атрибутиками. Все, Максы закупились. Давай соток болсын, да? Молода. Все, подписчик 1+. Фото, стол, эти спальника Я не знаю, туристы жарят шашлык, но у меня в машине всегда шампуры должны быть. Синего покупали в рассрочку, чуть-чуть там нам не хватало, поэтому сейчас я приехал парню отдавать деньги. Тут он еще одного приготовил. Тоже по такой же цене забирайте. Вот. Сейчас сделку завершим и по поводу новой сделки еще и поговорим. В Кыргызстане документы на машину выглядят так. ПТС-ка, СТС-ка в одном лице. УНА называется организация, это тут переоформление машин туда-сюда. Мне закачали приложение Тундук, это кыргызские госуслуги. И через это приложение я сейчас могу переоформить машину. Потом в понедельник еду в ГОР-ГАИ получить заключение на переоборудование, то есть что у меня дополнительно установлено. С этим заключением ГАИ обратно приезжаю к ним, и они мне просто вносят меня в базу, что в моей машине изменен вот этот. Вплоть до наклеек брендированных, которые мы сейчас наклеим. И все будет у нас законно. Что за жена, Игорь? Вот не мог ли другую страну выбрать? Нет, Кыргызстан мне нравится. Кыргызстан приехал. Мы сейчас занимаемся переоформлением машины. Вот. В Кыргызстане есть такое приложение, Тундук называется. Мы сейчас свои данные вводим, данные машины. А у него супруга дает тоже приложение, заходит, дает согласие на продажу. Все это ко мне сообщением приходит с плавающим окном. Я там открываю, нажимаю тык-тык-тык, подтвердить и все. Все наши данные, что мы переоформим машину, уходят туда в ГАИ, сажусь в окошко, показываю, что мы здесь приложение все сделали, и они там мне сразу техпаспорт новый и номера новые выдают. И все, сделка завершена. Ассаламу алейкум, Мирлан Майган, машина жақшылыққа қызмет қылсын. Çalarız. Ертең менен айдағаны, чудо айдағаны, кечин айдағаны çalarız. Так и сделка завершилась, очень удачно все попалось. Это первая машина, я его номер, его зовут Урмон, я сохранил его первый фартовый, потому что объявление выскочило, я позвонил по объявлению, приехал. В процессе разговора сказал, что мне чуть-чуть не хватает, а потом, поэтому в рассрочку вошли, он в положение зашел, машину он нам передал, и за это время мы времени не теряем, машину полностью прокачали, сделали, тем самым хорошо сделали для всех и для вас. Вот это тоже сними, братан. Вот это тоже есть, если что. А сколько мы в 10 выехали, да, как ты, Мирлан, вчера и говорил, что весь день будем заниматься делами по такой жаре. Как бы не хотелось куда-нибудь выбраться на озеро, но дела важнее сейчас сделать, чтобы потом иметь возможность выбираться. Правильно? Самое главное запустить, чтобы на следующей неделе машина была доступна вам. Есть ребята, которые сегодня позвонили, я им сказал предварительно в среду машина может быть доступна, поэтому уже в среду или четверг машина поедет радовать первого из наших многочисленных туристов в будущем. Дай бог. Да. У нас вечерний выезд с семьей Мирлана. Кадык сегодня будет петь нам в парке красивые песни. Взял всю свою семью, Жылдыз, сестра Мирлана и девчонки, Яна и Джибек. Вот.
Едем сегодня вечером на концерт папы. Ребят, у нас, оказывается, в Кыргызстане в парке есть такая история, караоке народная, да, здесь каждый желающий может спеть песню. И по совместительству муж моей сестренки, оказывается, он неплохо поет, давайте сейчас его послушаем. Обязательно взорвем зал. Смотрите, сколько народу у нас. Для меня шок, конечно, что у меня зять, оказывается, так поет профессионально. Причем все замерли. Он зажигает. И притом ему текста не надо. Büyük dramalar olmazlar. Anglistiğinde olsun. I wanna take you somewhere, so no I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils in a pretty stream, but they won't flower like they did last spring. Artık gitarım olsun. Тегиз анышына басам, мындай чаптасаң булгандан кийин момундай болбоздук боло берет болчу. Наше путешествие, наша экспедиция связана с горами, с труднодоступными местами, поэтому наше воскресное утро начинается брендирование нашего автомобиля. Как говорил мой один хороший друг, хорошая наклейка дает 95% проходимости. Вот и процесс пошел. Методом проб, ошибок и импровизации мы справились с нашими горами. Мне кажется, очень круто получилось. Зацените. Жара очень большая стоит. 45-43 градуса. И когда открываешь, она быстро высыхает. Поэтому немножко осложнено этим. Ну и с обратной стороны то же самое. У всех свои красные машины всегда сами обклеиваем. Поэтому сейчас какой-никакой опыт есть. Но чуть-чуть из-за погодных условий у нас немножко затруднения есть. Но мы справляемся. Напишите в комментариях, у нас получается или как. И в целом, как вам новый дизайн, как вам горы нашего автомобиля. Напишите прямо сейчас. Ребята, кто первый напишет в комментах, что значит слово «саякат», тому от меня маленький презентик будет. Съездим на водопад, покушаем крылышек. Вот сейчас нам приготовят вкусняк, да, Мирлан? Еще в лучших традициях канала про еду, про еду.
Сейчас приготовим вкусняки. Разморозка будет полчаса. Все будет готово. Поэтому я хожу всегда в Глобус. Глобус очень удобно. Продукты взял, разморозил. Можно было готовую еду, конечно, взять, но мы не ищем легких путей. У нас же канал про еду. Это просто нереальное место. Минус 64 купался, так холодно не было. Горная ледниковая вода освежает. Все, сдаем номера, получаем свои новые. Вот так выглядит Онар. Мы вчера по приложению все сделали, сейчас просто мне надо сдать это и документы на машину, получить новые буквально минуту, и все готово. Вот новые документы на машину. Сейчас в 38-м окошке надо номер получить. Савасар. Ауф. Вот такой номер. Теперь на моих номерах, на моем имени у машины начинается новая интересная жизнь. Мы его вчера забрендировали. Осталось только YouTube написать, наклеить, Instagram, и все готово. Какой же экспедиционная машина без автобокса. Прям вот вчера с Москвы приехала. Все в целости и сохранности. Опять же решил довериться давнишнему своему бренду Брумер, который неоднократно ездил по Арктике. И все свои путешествия по Монголии, по Кыргызстану, по Казахстану, Узбекистан никогда не подводила. Поэтому выбор был очевиден. Сейчас едем на установку. Снова в 4 kg. Сейчас выгрузить и установить. Вот, к слову о том, что путешествовать можно на любой машине. Вот живой пример. BMW, 3-литровый дизель, грязевые колеса, экспедиционный багажник, маркиза, лагерное освещение, боксы. Вот такой канистра для технической воды. Еще бы ему чуть-чуть просвет дать. Вообще красавчик будет. Здравствуйте, Мирлан. Как у вас дела? Как прилетели? Как добрались? Хорошо, все отлично. Видосы шикарные у вас. Мы теперь все смотрим. Спасибо, да. Это чем удобно, ты болт не отстегиваешь. Раз, зацепил. Опа, все, она у тебя рабочая. 165-я? За 90. За 90, да, забрали. Вот этот же, да, за 110 был? Да, все верно. Но на него бокс не поставишь. Нет. Скорее всего, сейчас у нас спальник-органайзер будет готов. Мы спальное место оборудуем там. Бокс поставим. Машина у нас тогда примет окончательный вид. А уже на вторую машину, как поем, выйдет
мы вот эту палатку будем его туда ставить. 8-ерочку. Человек, который приезжает на готовую машину, у него будет и динамическая стропа, и обычная стропа, комплект шаклов будет. Все-таки машина подразумевает ехать по труднодоступным местам, и она может понадобиться либо себе, либо, может быть, в большинстве случаев помочь другим водителям. Я столько вот езжу, мне мои стропы понадобились один раз в жизни. А в остальное время я многих других людей выручаю. Сразу сумочки, 2 кастрюльки, чайник походный, сковородка. Это самый оптимальный набор для двоих. Что-нибудь сварить, покушать, поджарить. Выбираем вот эти стулья, потому что очень удобно сидеть. Просто стенка. Все, одна стенка. Да. Можно стой и с лицевой стороны. Она пристегивается именно к ножкам, сюда к ножкам. И растягиваете сюда. Да. Сколько она стоит? 3000 стенок. Ну, возьмем 3000 стенок. И вот эти 4 штуки. У нас получается 4 стула маленьких, складных, фирмы Коста. Динамическая стропа 8-тонная, 9 метров. Также парозащита. Гибкий шакл. 2 стенки на маркизу, набор посуды и 2 канистры вместе с краником. Общая 43 806. Вот это я понимаю законченный вид. Вау! Ребята, пока мы были в магазине, пока мы вам выбирали удобные стулья, столы, ребята уже тут работу закончили. Я не знал, что они так быстро закончат. Я бы хотел немножко поснимать, как они вешали. Но давайте пройдемся. 10-литровая канистра для воды с таким удобным краником. С той стороны такая же канистра 10-литровая для запаса топлива. И самое главное, Брумер. Почему Брумер? Почему мы его ждали с Москвы? Потому что это давнишний бренд, который завоевал наше доверие. Мы с ним ходили в Арктику, в Монголию, хоть куда. И она везде показывает себя очень достойной стороны. Самое главное, почему в Средней Азии, в Казахстане, в Кыргызстане должны выбирать Брумер. Потому что тут замки очень хорошие, не играют. И аэродинамика Брумера настолько хороша, что она даже не влияет на расход топлива. Плюс она не свистит, хоть как бы его вы ни ставили. Я ставил его на разные варианты, и никогда такого не было. Поэтому выбор у меня очевидным был, и это только Брумер. И я настоятельно могу советовать вам. Выбрал, опять же, 460-литровую средняя модель в линейке. У них еще больше есть, и еще есть более такая плоская для лыж. Открывается очень просто. Раз. И все. Она открыта. Тут внутри у него есть лямки для крепления груза. Инструкцию, ребята, еще положили. Вот барашками крепится, но есть у меня крабики, у них крепления. Но сейчас крабики придут, вот надо на днях пойти забрать крабики и на крабики одеть. Тогда быстросъем получается, в 2 движения бокс снимается, 2 движения одевается. Все, и закрыл. Все очень просто. Чтобы сейчас все идеально было. Главное. Да. Мы тоже очень надеемся. Ну что, Мирлан, финальный штрих у нас. Сонда бұл hareket kılında mı? Надо сейчас надо вещи разбирать. Угу. Мы все уже его установили? Ну да, все, он на свое место встал. Его не болтает. Доработок не надо. Компрессор она должна быть в быстром доступе. Поэтому его сюда. Это очень такое крутая вещь для внедорожного оборудования. Это мягкий шакл. Вот она. Раз. Вот это одевается. Трос зацепил. И вот все готово. Все, его тоже таким образом. Все, что кухня у нас подразумевается вот так. Плита. Набор кастрюлек, сковородок с освещением. Шампура, короче, мы сюда тоже кладем. Чайник, кружечки, щипцы, ложки, вилки, ножики для стейков. И еще тарелочки.
Спальники должны уйти вообще наверх. Перчатки в быстрый доступ. Запас туалетной бумаги все туда. Туда же тента маркизы. Остались крупногабаритные вещи, которые ляжут уже Все, что наверх. надо, все уложили. Потом сверху у нас получается вот эта история вот так будет. А когда спать, его просто передвинул, положил. И все. Стулья. Все должно быть наверху. Ровно так. Я думаю, что его надо дорабатывать. Его чуть-чуть ниже сделать. Глубину. И сверху еще один выкатной сделать. И когда ты его выкатил, вон у тебя пространство появилось. Чик. Ветрозащиту поставил. Плитка. Туда-сюда. Чик. Тоже выкатную выкатил. И у тебя получается вот такое рабочее пространство. Кушать катает туда-сюда. От дождя защитился, если что. Вот освещение заводское тут есть. Тут если лампочки поменять на светодиоды, будет весьма-весьма приятная история. Такая рабочая зона. Сейчас уточнили нюанс, что мы следующие машины на следующую генерацию будем делать чуть-чуть по другой схеме. Попробуем еще столешницу добавить. Либо эту столешницу просто свободно положим куда-нибудь, чтобы при открывании мы его положили так. Рабочая зона появилась. А так, спальное место очень комфортное получилось. Для одного человека более чем. У меня рост 184, я диагонально очень комфортно уместился. Руслан? Все, Спасибо. пожалуйста, обращайтесь. Кому форанеру нужны органайзеры, спальники, вот человек, номер, контакты в описании. С удовольствием делаем.